Здравствуйте, я Рафаэль Хачатян. Я сейчас нахожусь в мастерской художника-дизайнера Эдуарда Сетракяна. Он нам расскажет о старых фотоаппаратах. Здравствуйте, дорогие дети. Вот вы хотите узнать о старых фотоаппаратах. Я с детства начал фотографировать. Я был знаком с фотоаппаратами, но тогда не было столь многих фотоаппаратов, как сейчас есть, да? И у вас, и в магазинах полно их. Мой отец с 20-х годов он начал заниматься фотографией. У него был фотоаппарат ГОМС. Это вы знаете, вот такая коробка большая, да, она открывалась вот так, и гармошкой, объектив на нем. И пленка была не такая, как вы сейчас знаете, да, такая узкая, длинная, а пленка была 9 на 12 размеров. Вот я сейчас вам покажу эту пленку, да, вот такая пленка. Это негативная пленка для фотоаппарата ГОМЗа. Да. Сейчас жаль, что у меня этот аппарат не сохранилось, не у меня. Но я вам расскажу, как она работала. Вот эти пленки ставились в кассету. Да? И когда фотографировали, после этого мы начали проявку сделать, эти пленки. Чтобы вот с этой пленки, а потом печатали, и мы получили фотографию, настоящую фотографию. Вот в темном комнате мы сидели, вот были такие ванночки, как сейчас вы увидите здесь, да? На нем был это раствор, проявитель, значит. Потом была ванночка с чистой водой и еще закрепитель, который закрепитель. Вот мы клали вот эту пленку в ванночку, да, и там несколько минут, ну 7-5, как это указано было на упаковках фотопленки. Потом отсюда сняли, брали пинцетом, в чистую воду мы умывали, а потом в закрепитель. Она в закрепителе осталась минут 15, закреплялась все эмульсия, а потом снимали и были специальные поставки, которые мы положили эти пленки на это, и они сушились. А после этого мы начали печатать. И для этого тоже было это самое, да, станок такой, который снизу дал свет, пленку мы поставили там, а вот бумажку на нем. И вот нажали на кнопку, которая вот включалась там свет, и вот мы посчитали 1, 2, 3, смотря какая была пленка. И вот потом вот эту бумажку, да, фотобумагу мы взяли снова в эту проявитель, мы там, значит, оставили немножко, потом снова брали, да, специальным пинцетом, который назначено было фотографов, умывали там, а потом закрепитель. После этого сушили. И мы получили вот такие фотографии, да, вот такие фотографии. Ага. Вы сейчас увидите эти фотографии, да? Ну, это я снимал, это сосуник такой, это был самый ансамбль, и для одной картины я снимал эту фотографию. Да. А потом, после этого, как я все в детстве увидел, как отец работал, фотографировал, я начал фотографировать с этим фотоаппаратом, да, ГОМЗом, когда мне было сколько? Лет 10. 9, вот так. Отец меня учил, и я начал заниматься и фотографией. Да? Одно время я ходил в художественный кружок и сам снимал. У меня был только этот аппарат, а потом появились маленькие фотоаппараты, да, там ГОМС, Зенит, Зорки, разные Смена, Любитель. Вот такие фотоаппараты были. Да? У меня из этих аппаратов я употреблял, и у меня был и Смену, такая маленький фотоаппарат для,
в основном дети употребляли эти аппараты, да. А потом, когда я вырос уже, я купил для себя вот этот фотоаппарат. Это Zenit TTL, полуавтомат она. Это из советских последних самых хороших фотоаппаратов, да. Она как работала, пленка на нем поставилась, а потом вот, когда мы снимали, вот нажали на эту кнопку, снимали, да. Она зеркальная, это видение у него, это у фотоаппарата. А до этого у меня был такой интересный фотоаппарат Agfa. Это немецкий фотоаппарат. Вот она так открывалась. Это примерно как маленький гомз. У гомза была вот такая была эта самая, да, гармошка. И вот здесь маленький объектив. Да. Вот это можно было вот снимать фотоаппарат, как фотоаппарат употреблять вот так, через эту рамочку, посмотреть и снимать. Или вот здесь была вот такая окошко зеркальная, и мы посмотрели в эту зеркалку, да, и через это мы видели, что мы фотографируем, установили кадр, а потом нажали вот эту кнопку. Вот слышите вот этот маленький звук, который уже будет понятно, что уже фотографировал. Вот эти фотоаппараты такие, вот, мы ставили вот пленки вот такой шириной, да, шириной, вот такая длина. Ну, там она была в черном, в бумажке завернута, и мы ставили вот здесь, да, вот видите, вот эту пленку, кассету, а потом закрыли, конечно, в темном месте. В темном, только в темном месте, да, закрыли и начали фотографировать. Да, вот я могу вот показать вам несколько фотографий, вот которые это я сделал, да, портрет старой женщины. Вот смотрите, какая она сочная, она хорошая фотография. Вот я поставлю здесь и снимай. Да. А это великий художник Мартирос Сарян, портрет Саряна. Вот смотрите, очень интересный, очень такой задумчивый взгляд у него. И как хорошо получилось. Вот эти старые фотоаппараты, фотоаппаратами снимали эти портреты, да. Ну что сказать больше. Сейчас я вот сейчас тоже занимаюсь фотографией. Это самое, потому что я это люблю очень, это очень интересно. Я вам советую заниматься, да, этим делом, потому что это общение с людьми, это общение с природой, да. Ты должен все это посмотреть, чувствовать этот миг времени, да, полета птиц, движений, и это все. Вот так. И все. Я думаю, на первый раз это хватит.